В эфире новости спорта, в студии Ольга Башук. Здравствуйте. Сербский теннисист Новак Джокович признан лучшим спортсменом года по версии Мировой академии спорта «Лауреус». Церемония вручения премии состоялась в понедельник в Монако. Джокович в 2018 году вернулся на первое место рейтинга ATP. Выиграл 4 турнира, в том числе Уимблдон и открытый чемпионат США. Спортсменкой года признана американская гимнастка Симона Байлз, выигравшая на чемпионате мира 2018 года 4 золотые медали. Всего в ее активе 14 золотых наград на мировых первенствах. А по общему числу медалей чемпионатов мира она делит первое место с россиянкой Светланой Хоркиной. Победителем в номинации «Прорыв года» стала 21-летняя японская теннисистка Наоми Осака, выигравшая в 2018 году свой первый турнир «Большого шлема» – открытый чемпионат США. Командой года признана сборная Франции по футболу, выигравшая в 2018 году чемпионат мира, который проходил в России. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба лиги. На прошедшей неделе 25-летний Кучеров провел 3 матча, в которых он набрал 10 очков. Он лидирует в списке бомбардиров лиги с 94 очками в 59 встречах. Второй звездой недели стал российский форвард Сент-Луиса Владимир Тарасенко, набравший в 4 встречах 10 очков. А третьей звездой стал канадский форвард Питтсбурга Сидни Кросби, который в 4 матчах набрал также 10 очков. Промоушен по проведению боев по смешанным единоборствам «Беллатор» хочет стать организатором поединка между россиянином Федором Емельяненко и хорватом Мирко Крокопом. Об этом сообщил президент организации Скотт Кокер. Напомню, спортсмены встречались между собой в 2005 году на турнире Pride Final Conflict. Емельяненко тогда одержал победу решением судей. Ранее Крокоп также проводил поединок с Александром Емельяненко, братом Федора. Здесь выиграл уже хорватский спортсмен, победив нокаутом. Всегда говорил, что если до завершения карьеры Федор захочет провести бой в России или Японии, то мы с удовольствием организуем, особенно в Москве. Знаю, что Мирко хочет взять у него реванш. Его менеджеры постоянно меня об этом спрашивают. Но сперва мне надо обсудить это с Федором, сказал Кокер. Новый рекорд побил москвич Дмитрий Ерохин. Ультрамарафонец впервые взял в руки палки для скандинавской ходьбы и дошел до результата, который попал в Книгу рекордов России. Старт проходил в Красноярске. Спортсмен решил пройти 120 километров за 24 часа. Подробности в сюжете. На этих кадрах Дмитрий Ерохин наматывает круги по-скандинавски. В Красноярском экопарке шагает за суточным рекордом. Покорить 120 километров ультрамарафонец решил перед универсиадой. Такую дистанцию взять зимой еще никто не решался. Мысль стать первопроходцем мотивировала. Суровые условия на старте не пугали. Но на 19-м часу сибирский минус стал побеждать. Температура понизилась почти на 15 градусов. Спортсмен, обездвиженный, упал на снег. Под утро начинает накрывать. Вот такая мертвая точка встает. И меня она тоже, скажем так, накрыла. Мне и сильно мороз по мне ударил, заморозило. И вот на час я лег, не мог там двигаться и шевелиться. Это был его первый старт северной ходьбой. Палки в руки взял только осенью. До этого установил 4 рекорда в экстремальном и приключенческом беге. 2 раза по Золотому кольцу России, в Калмыкии и Сахалине. Представляете, сколько впечатлений спрессовано в них, стран, городов, народов, людей. Встать помогли волонтеры, согревали горячим чаем, растирали ноги, надели тяжелые, но теплые вещи. Чтобы дошел до финиша, поддерживали другие ходоки. Между собой делили отрезки дистанции около сотни спортсменов. Дмитрий собрался, на кону национальный рекорд. Давай, в горку. Я когда шел, понял, что нужно хотя бы 1 круг пройти. То есть нужно пройти хотя бы 1 круг, хотя я настолько в разбитом состоянии был, просто уничтожен, что я думал, что я вот сейчас пройду 1 круг и опять упаду. На финише встречают друзья, спортсмены и местные телеканалы. Тут Дмитрий еще не знает. Час на отогрев стал роковым, рекорд не побит. Ему не хватило всего 1,5 километра, но скандинавская ходьба стала официальным видом спорта. Потому в федерации его результат 118 километров 650 метров зачтут как рекорд по максимальному километражу за 24 часа в зимний период при определенных температурных условиях. Дмитрий попадет на страницы Книги рекордов России, но этого ему мало. Рекорды тоже предстоят, в том числе на территории Московской области. И Москвы буду пробовать ставить. В первую очередь побить свой рекорд по 24-часовой северной ходьбе,
который я поставил в Красноярске при минус 35. Но я думаю, что при плюс там, 5, 10, 15 я должен быстрее пройти, и в ближайшее время это постараюсь сделать. В июле собирается пешком обойти Байкал, а это 2000 километров. Повторит опыт иркутских спортсменов, но на 23 дня быстрее. Это будет его вторая попытка. Первый раз на трассе поймал энцефалитного клеща. Если все пойдет по плану, то Дмитрий побьет рекорд, который недостижим уже 27 лет. Ксения Степанова, Кристина Зайцева, Новости 360. Это были новости спорта. Всего доброго.